Село Котлубукаш Рыбнослободского района по современным деревенским меркам весьма крепкое. Здесь проживает свыше 2000 человек. В деревне есть практически все, что нужно для современного человека. Заасфальтированные дороги, магазины, своя больница и, главное, базовая школа, которая является предметом особой гордости местного населения. Вот на этой доске почета выпускники Котлубукашской средней школы. Среди них известные писатели, поэты, общественные деятели, всех не перечесть. История этой школы начинается с 1937 года. Старое здание находилось вот здесь неподалеку. В 2002 году в деревне построили новую школу, но с тех пор прошло уже 17 лет. И теперь эта школа получила второе рождение. В 2019 году эта школа вошла в федеральный национальный проект образования «Современная школа. Точка роста». Школе выделено 720 тысяч рублей на капитальный ремонт, который уже практически завершен. Свыше 1,5 миллиона рублей будет направлено на обновление материально-технической базы. 4 обновленных кабинета информатики, технологий, ОБЖ, которые будут оснащены теперь всем необходимым современным оборудованием. По словам директора школы, теперь учащиеся даже в свободное от урока время смогут заниматься своим любимым делом – робототехникой и программированием. Я очень рад тому, что лицом повернулись в сельской школе. Мы всегда, радовались, но завидовали белой завистью городским детям, да? А сейчас уже отличия я не чувствую, потому что наши дети тоже могут осуществить свои мечты в сельской местности. А это и есть ответ на извечный вопрос – как привлечь молодежь в сельскую глубинку. Для развития сельских территорий в первую очередь необходимо создание качественной инфраструктуры. И это неоспоримый факт. Каждая подобная современная школа в больших и малых населенных пунктах по сути решает не только социальную, но и демографическую проблему. Каждый родитель хочет дать своему ребенку качественное образование. И наличие такого образования в деревнях поднимает и статус учебного заведения, и престиж, и комфорт самой деревенской жизни. Подобные центры будут созданы еще в 97 школах, которые расположены в сельской местности. В течение будущих 3 лет будут отремонтированы и оснащены еще 203 школы. Таким образом, 300 школ в Татарстане, которые находятся именно в селах и деревнях, станут участниками такой вот опытно-экспериментальной инновационной работы. Национальные проекты, они стали каким-то новым драйвером для развития района, и не только в той части, что запланировано делается в этом году, но и на перспективу. В 2019 году Министерство образования и науки Республики Татарстан участвует в реализации сразу нескольких национальных проектов. Это проекты образования и демография. До конца 2019 года в рамках национального проекта «Демография» будет построено 30 детских садов более чем на 6 тысяч мест. В рамках проекта образования в этом году ведется строительство 10 новых школ, что позволит создать более 12 тысяч новых мест. Всего только в 2019 году на реализацию этих национальных проектов в республику из федерального бюджета поступит свыше 6 миллиардов рублей. Более 686 миллионов будут выделены из республиканского бюджета. За последние 5 лет в Татарстане приняты существенные меры по совершенствованию образовательной инфраструктуры. Построено 33 школы на 16 тысяч учащихся. 150 детских садов почти на 22 тысячи мест. Капитально отремонтировано 711 образовательных учреждений. Национальный проект образования, по сути, нацелен решить сразу несколько задач. И каждая такая задача требует осмысленного и грамотного подхода. Это и создание центров профмастерства педагогических работников, укрепление материально-технической базы и строительство новых школ, новых спортивных залов, оснащение современным информационным оборудованием для развития цифровых технологий, грантовая поддержка педагогических кадров, внедрение новых инновационных проектов в сферу воспитания и дополнительного образования детей и многое другое. Мы каждый год с вами будем видеть эти изменения, и, конечно же, мы будем не просто сообщать, когда их будем открывать, а я думаю, что мы вместе с вами будем следить за ходом строительства и оснащения этих наших образовательных комплексов оборудованием. Сами учителя на ежегодном педагогическом совете, который в этот раз прошел в Казани, тоже вторили министру, отмечая всю важность поддержки системы народного образования, чтобы российская система была способна конкурировать с системами образования передовых стран, а может даже в чем-то и превосходить. Грантовая программа мне очень нравится, потому что идет поддержка учителей, которые
действительно очень дают хорошие результаты. Без поддержки государства нормальные кадры, трудоспособные, высококачественные мы не получим просто-напросто. И если мы грамотно сумеем связать технологии и личность педагога, то действительно это будет то, к чему мы стремимся. Школа должна соответствовать тем требованиям, я имею в виду в плане оборудования, в плане оснащенности, в плане обеспечения. Мы должны успевать за тем временем. Одним из приоритетных направлений образовательной политики в Татарстане является и создание полилингвальных образовательных комплексов. Как уже известно, в республике будут построены 6 таких комплексов. Сегодня ведется не только строительство новых полилингвальных детских садов и школ. Рабочая группа занимается разработкой нового учебно-методического пособия. Стоит отметить, что именно наши специалисты являются членами федеральных рабочих групп по вопросам изучения родных языков. Когда мы писали концепцию, мы предполагали такие дисциплины, как, например, философия согласия, художественная культура народов Республики Татарстан. Все то, что без чего невозможно воспитать татарстанца. Федеральный стандарт сегодня не предусматривает изучение, по большому счету, регионального компонента, этнорегионального компонента. В 2019 году единый государственный экзамен сдавали почти 17 тысяч выпускников. И педагоги отмечают, что с каждым годом наблюдается заметный рост количества так называемых 100-бальников. 181 человек в этом году. Вот они, гордость своих школ, своих педагогов и в целом гордость своей республики. Глядя на этих детей, каждый, наверное, понимает, что каждый сегодня вложенный рубль в школу, в сельскую или городскую, в большую или маленькую, через годы окупится сполна. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.